как член Совета Республиканского армянской общины Абхазии, могу достоверно сказать, что, во-первых, не было никакого обращения к руководству Армении, к уполномоченному по вопросам диаспоры. И поэтому мне, честно говоря, вот плод воспаленной фантазии, чьей бы то ни было, комментировать особо не хочется. Я могу сказать, что я являюсь сторонником кандидата в президенты Адгура Амирановича Ардзинба, активно его поддерживаю. При этом считаю, что все зарегистрированные кандидаты – это достойные граждане, патриоты своей страны. Никаких протурецких сил я в Абхазии не вижу. Все силы, все политики Республики Абхазия ориентированы на великую державу Российскую Федерацию. И поэтому искать черную кошку в темной комнате я бы никому не посоветовал. Нет в нашей стране каких-то антироссийских сил. Не было. И я думаю, и не то что думаю, я уверен, что их не будет никогда. Потому что Россия – это единственный гарант нашей безопасности и нашего суверенитета. И в этой связи хотел бы процитировать слова президента Российской Федерации, который неоднократно говорил, что Россия будет делать все возможное, чтобы суверенитет и права абхазского народа никогда не ущемлялись. Верим президенту России. На последних выборах, которые проходили в марте прошлого года, президент России в Абхазии набрал более 94% голосов. Я хочу сказать о том, что армяне Абхазии являются полноценными гражданами нашей страны. Это неотъемлемая часть многонационального народа нашей республики. И вы знаете, вне зависимости от того, кто придет к власти, в политических командах сегодняшних кандидатов, которые оспаривают право называться следующим президентом нашей страны, находятся достойные представители армянской общины. В каждой из команд есть армяне как граждане Республики Абхазия. У нас организация общественная, мы в политических процессах не участвуем, но мы как граждане Абхазии, как индивидуумы, конечно, принимаем активное участие в том числе политических событиях, в жизни нашей страны. И поэтому я никаких изменений не жду. Все будет хорошо в любом случае. На наши праздники, которые активно проводятся по линии армянской общины, присутствуют высшие руководители нашей страны. И это продолжается из года в год, вне зависимости от того, кто является руководителем республики. Хотел бы напомнить, что в 2014 году президент Хаджимба взял за основу обращаться к армянам Абхазии в траурный трагический день 24 апреля. Делается соответствующее официальное заявление от имени президента. Но в 2020 году к власти пришел Аслан Георгиевич Бжаня. И эта практика, эта традиция продолжилась. Аслан Георгиевич тоже 24 апреля делал соответствующее воззвание к армянам Абхазии. Уверен, что это продолжится работа, потому что, еще раз говорю, армяне интегрированы в абхазское общество, армяне представлены в государственных структурах, законодательной, исполнительной, судебных ветвях власти. Мы верой и правдой служим нашей родине, Абхазии, и для нас немаловажно, как будет развиваться наша страна, наш общий дом.